вы такие смышленые, вы такие умненькие ребята. Я думаю, что сегодня у нас есть маленькая тайна. Я думаю, что эту тайну вы мне поможете осуществить. Я очень рада, что мы с вами познакомились. И думаю, что у нас сегодня урок пройдет на ура. Хорошее настроение, бодрость и улыбка обязательно нам в этом помогут. Вот и прозвенел звонок. Начинается урок. Повернитесь все назад. Гости там у нас сидят. Мило улыбнитесь. Повернитесь и тихонечко садитесь. Спасибо, мои хорошие. Итак, ребят, на прошлом уроке вы изучали внутренние органы человека. Вы все их хорошо знаете? Да. Молодцы, здорово. Вот сейчас мы с вами и узнаем, какие органы человека есть у нас внутри. У нас с вами есть макет. Но это макет непростой. Мы на этом макете можем убрать те органы, на которые мы отгадаем загадки. День и ночь стучит оно, словно бы заведено. Будет плохо, если вдруг прекратится этот стук. Что это такое? Это сердце. Ребята, он прав? Да. Подойди, пожалуйста, Равон. Ты знаешь, где оно у нас расположено? Как ты думаешь, где оно? А может, помоги. Помоги, пожалуйста, помоги. Ты его можешь просто убрать. Убирайте, 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 убирайте. Положи, пожалуйста, на стол. Благодарю вас. Так, слушаем дальше. Два воздушных лепестка, розоватые слегка, важную работу выполняют, дышать нам помогают. Легкие, но у нас два лепестка же, значит, возьми, пожалуйста, себе девочку какую-нибудь, чтобы она тебе помогла. Любую, быстренько, быстренько. Любую. Да любую, одноклассницу. Я не знаю. Ты не знаешь? Даже, ну, Женю, возьмешь Женечку? Не знаю. Не знаешь? Ну, хорошо. Ну, возьми мальчика, друга возьми. Меня. Давай быстрее, нам надо их быстренько убрать. Вот это да! Ну пошли. Вот это как далеко друга. Уберите, пожалуйста, аккуратненько. Аккуратненько убираем. Так, правильно они убирают? Молодцы, можете похлопать. Супер. Садимся. Так, и следующая загадка. Две фасолинки висят. Ненужные вещества пропускают. И удалять их помогают. Скажите, пожалуйста, это что такое? А, это что? Это что? Помогаем, ребят. Почка или почки? Почки. Две их фасолинки. Выходи, выходи, убирайте. Знаете, где они расположены? Да. Аккуратненько. Убирайте. Супер. Правильно убрали? Да. Хлопаем. Молодцы. Ребят, скажите мне, пожалуйста, какие органы у нас остались на макете? Кто знает? Слушаю тебя, моя хорошая. Мозг, кишечник, желудок и печень. Так, пошли сюда. Ну-ка, быстренько. Покажи мне, пожалуйста, где ты видишь мозг. Правильно? Да. Хлопаем. Так, еще что видишь? Это что такое? Кишечник. Кишечник, это правильно? Да. Так, еще что видишь? Желудок. Желудок, правильно? Да. Еще что видишь? Печень. Печень, правильно? Да. Супер, молодец, умница, Ариночка. Садись, золотая моя. Молодец. Ребята, а скажите, пожалуйста, вот эти органы, как мы можем их назвать? Вот они в какой-то системе? Вы мне сказали, что вы у меня самые умнички. Пищеварительная система. Это система пищеварения. Это, ребята, система пищеварения. Вот сейчас мы посмотрим на нашу систему пищеварения совсем-совсем по-другому. Итак, ребята, каждый день мы с вами употребляем различную пищу. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, а зачем мы с вами кушаем? Женечка.
Чтобы мы что? Ну, чтобы мы не голодали. Чтобы мы не голодали. А зачем? Почему мы? Ну, поголодаем чуть-чуть, знаешь, зато фигура будет красивая. Если мы не будем есть, мы можем умереть от голода. Мы можем умереть от голода, хорошо. А зачем вообще мы кушаем? Почему? Мы получаем энергию, молодец. Еще что мы получаем от продуктов? Укрепляем свое тело. Укрепляем свое тело, а еще что мы укрепляем свое? Кости. А еще что мы укрепляем, Арин? Мы получаем силу. Мы получаем силу, молодец. Еще что мы укрепляем? Организм мы укрепляем. Что мы укрепляем? Мышцы, наше тело очень сильное становится, хорошо, и мы никогда тогда ничего не будем болеть. Значит, мы что укрепим свое? Свое здоровье. Ну а теперь давайте посмотрим, обратим внимание на наши органы пищеварения. Итак, наши органы пищеварения – это ротовая полость. Вот смотрите, там у нас что есть? Зубки. Это наша челюсть. Есть щеки. Об этом мы тоже с вами поговорим. Органы пищеварения – это… Ой-ой-ой, убегает. Это глотка. Вот это тоненькая трубочка, глотка, которая у нас переходит в пищевод. А затем этот пищевод у нас соединяется с, правильно, желудком. И там наша пища тоже будет. А потом уже происходит процесс получения вот этих самых прекрасных веществ, которые нам необходимы для энергии, для здоровья, именно уже с другими органами печень и кишечник. И вот сегодня об этом мы с вами будем разговаривать. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, зачем нам сегодня на столах яблочки? Ваши мысли. Чтобы их покушать. Правильно, молодец. Чтобы посмотреть. На что посмотреть? Чтобы покушать, чтобы посмотреть, ну продолжи. Говори, молодец, чтобы посмотреть, что же там происходит внутри себя, когда что? Когда мы просто кушаем. Молодцы. Итак, ребят, мы с вами сегодня на уроке с помощью вот этого маленького кусочка яблочка узнаем, что же, какие у нас есть внутренние органы и что происходит с нашими продуктами, когда они попадают в нашу систему пищеварения. Мы с ней обязательно сегодня познакомимся очень близко. И затем мы узнаем, как же эти продукты, что нам они дают для нашей жизнедеятельности. Я сейчас вам предлагаю просто взять кусочек яблочка и скушать. Всем приятного аппетита! Всем приятного аппетита! Чтобы наш организм нормально функционировал, его нужно кормить. Вот сейчас вы свой маленький растущий организм кормите. Как машина не может ездить без бензина, так и человек не может жить и работать без пищи. Человеку это необходимо. Необходимо для энергии. А энергию и все, что нам необходимо, а нам необходимы жиры, белки и углеводы, мы получаем вместе с пищей. В процессе усвоения пищи участвуют органы пищеварения. В одних продуктах очень много белков, в других очень много жиров, в третьих много углеводов. Некоторые продукты богаты витаминами и минеральными веществами. Для того, чтобы организм получал все необходимые вещества, нужно питаться
полезной и разнообразной пищей. Скушали? Да. Молодцы. А скажите, пожалуйста, что же произошло с вашим яблочком после того, как вы его положили в рот? Фокус-покус какой? Мы укрепили организм. Вы укрепили организм. Молодцы, как здорово, таким маленьким кусочком яблочка вы укрепили организм. Ребят, а что же с самим долькой яблочка произошло, Женечка? Оно путешествовало по нашему... Оно путешествовало. Что вы сделали? Вы его положили в ротик и... Пищеварилась. Оно уже сразу пищеварилось. Она сперва... Оно еще не дошло. Что мы? Вот мы его положили в ротик. И что? Мы его разжевали. Как ты можешь сказать по-другому? Что ты сделал с ним? Что ты сделал? Что, ребята, мы сделали с ним? Мы его сделали кашу, супер, мы его измельчили эти маленькие кусочки, мы разжевали. Что-то нам помогло превратить наше яблочко в кашу. Зубки наши помогли. Здорово у вас зубки? Да. Вы часто их проверяете? Да. Лечите? Да. Молодцы, можете себе похлопать. Потому что зубы нам необходимы. Ну, давайте теперь посмотрим. Мы положили наше яблочко в рот. И у нас во рту пища наша перемалывается, измельчается с помощью зубов. Передними зубами, ребят, мы откусываем пищу и измельчаем ее. А боковыми перемалываем и перетираем пищу, превращая ее в кашеобразную массу. Ребят, а скажите, пожалуйста, что же нам помогло превратить наше яблоко в кашу? Что-то нам помогло. Слюна, молодец, слюна. Слюна выделяется железами, которые находятся под язычком. Под язычком находятся. Слюна, которую выделяют слюнные железы, находится под язычком. Они смачивают нашу пищу. Вы представляете, ребята, в день у человека выделяется почти 1 литр слюны. Представляете, как это много? С помощью языка мы можем почувствовать вкус пищи. Мы с вами различаем сладкое яблоко, кислое яблоко, горький продукт, сладкий продукт, да? То есть мы можем это различить с помощью наших рецепторов, которые находятся на языке. Да, и язычок проталкивает нашу пищу в глотку. Язычок проталкивает нашу пищу в глотку. Вот сюда падает наш кусочек. Итак, нам помогли зубы, нам помог язык, с помощью языка мы протолкнули его в глотку. И наш кусок пошел дальше гулять, кусочек. Мы же его переживали, он у нас же каша, ему уже очень удобно, да, то есть он нам не поранит ничего. И мы, получается, в глотке наш кусочек пошел гулять дальше. В глотке пищеварительный путь перекрещивается с дыхательным. В момент глотания дыхательные движения полностью прекращаются. В этот момент, ребят, мы с вами не дышим. И в результате пищевой комок раз и, получается, упал в пищевод. На это уходит не более полусекунды. Совсем-совсем маленький промежуточек времени. По пищеводу пища поступает в желудок, где она расщепляется, переваривается с помощью чего? Как вы думаете, кто знает? С помощью чего в желудке может перевариться? А вот правильно, умница, в желудке есть желудочный сок. И вот с помощью этого сока переваривается наш продукт.
По пищеводу весь путь у пищи занимает всего лишь 7 секунд. Представляете, по вот этому длинному пищеводу наш продукт всего лишь за 7 секунд поступает в желудок. А теперь давайте, ребята, наглядно увидим, посмотрим, как же ваш кусочек яблочка гулял по нашему организму. Вот ваш кусочек пошел, 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 пошел и пришел в желудок. И пришел в желудок. Анимация. А что это за рычажок был? Задачный. В чайного отдела пищеварительного тракта входит прием, измельчение, продвижение, хранение и начало химического расщепления пищи. Пища, поступающая в ротовую полость, измельчается кусательными и жевательными движениями с помощью зубов. Язык смешивает измельченную пищу со слюной, после чего она проскальзывает через глотку в пищевод. Слюна, которую вырабатывают слюнные железы, смачивает пищу и доводит ее до необходимой для глотания консистенции. Слюна содержит воду, ионы неорганических солей, муцин, ферменты и другие белки. Также в состав слюны входит амилаза, пищеварительный фермент, который начинает переваривание крахмала уже в ротовой полости. Язык при глотании проталкивает пищевой комок в сторону глотки. Проход из полости глотки в носовую полость при этом перекрывается. Однако при чихании пища может попасть в носоглотку. Надгортанник, надгортанный хрящ, закрывает вход в гортань и предотвращает попадание пищи. То возникает кашлевой рефлекс, который помогает освободить дыхательные пути от инородных тел. Ребят, а вы знаете такую пословицу: когда я ем, я глух и нем? Да. А почему нужно не разговаривать? Это чтобы не открылась глотка, которая дышит, и туда не попала еда. Чтобы не попала еда. А что может произойти, ребят, если мы будем кушать и говорить, или еще вообще смеяться? Мы можем подавиться, это очень опасно. Поэтому, когда, ребят, вам говорят, когда я ем, я глух и нем, вы помните, что мы просто можем подавиться. Итак, скажите, пожалуйста, что же помогло вашему кусочку яблочка попасть в пищевод и в ваш желудочек? Он уже в желудочке у вас. Что помогло? Что помогло? Что нам помогает, ребят, попасть наше вот твердое было яблочко? Язык. Язык помог. А язык с помощью чего помог? Ариночка. С помощью жевательных зуб. С жевательных зуб хорошо измельчили. А еще, ребят, с помощью чего? Еще что-то. Говорим их. С помощью слюны, конечно, с помощью слюны. Ребят, откройте, пожалуйста, учебники на странице 58. Тихонечко, я не слышу, как вы открываете. И давайте, ребят, узнаем, что же такое слюна, что же такое пищеварение. На странице 58 давайте прочитаем статью. Так. Начинай читать, что такое пищеварение. Мы внимательно следим, потому что у меня потом будут вопросы по этому тексту. Громко, на весь класс. Пищеварение – это переработка пищи. Ее условия усвоение организмом и превращение в энергию, которая необходима человеку. Которое необходимо человеку. Спасибо. Продолжаем дальше читать. Давай, Арин. Погромче, Ариночка. Чтобы жить человеку, нужно питаться. Наша пища включает сложные питательные вещества,
Пищеварение. Пищеварение. Начи- Пищеварение начинается во рту. Здесь зубы перемалывают пищу, и мелкие кусочки смачиваются слюной. Достаточно, спасибо. Дарья, продолжай, пожалуйста. Мышцы глотки проталкивают пищу в пищевод. По Пищеводу. пищеводу пища попадает в желудок. Достаточно. Айлин, продолжай. Здесь она переваривается с помощью желудочного Сока. соска. Сока. Этот процесс длится от 3 до 10 часов. Спасибо большое. Айсултан, продолжай, пожалуйста. Затем пища Погромче чуть-чуть. Затем пища попадает в кишечник, там продолжается работа. Продолжай, пожалуйста, мой хороший. Садись. Пища. Пища расщепляет, там продолжается работа пищи, расщепляется, то есть разделяется на питательные вещества через стенки кишечника. Они попадают в кровь, которая разносит их по организму. По всему организму. Продолжай. Что же такое слюна? Громко. Это вязкая жидкость, которая выделяется слюнными железами в полости рта и замачивает пищу. Смачивают пищу. Спасибо. Ребят, что же такое слюна? Что же такое слюна? Это вязкая жидкость, которая выделяется слюнными железами в полости рта. Помогает нам отправить продукт дальше. Спасибо. Хорошо. Что такое пищеварение? Что такое пищеварение? Ребят, что такое пищеварение? Можешь посмотреть. Это переработка еды в организме. Угу. А вот куда эта еда девается? В желудок. А потом? Во что она превращается? В энергию. Оно превращается в энергию. А зачем нам нужна энергия? Чтобы жить, передвигаться. Чтобы жить, передвигаться. И еще что делать? Потому что без энергии мы не сможем двигаться. Мы не можем двигаться. А теперь мы с вами и подвигаемся. Встали, пожалуйста, все. Все движения выполнять, друг за другом повторять. Разомнем сначала шею, поворачиваем. Голову поворачиваем. Горлышко теперь погреем. Можете погладить свое горлышко, оно так много вам говорило. И погладим пищевод. Все знаете пищевод? Да, ну-ка гладим. Вы же яблочко покушали? Давайте гладим. Все нормально там? И желудок безупречен. Подержали желудок. Вот такая наша схема. Ну-ка показали, какая у вас схема. Вот такая у вас схема. Пищеварительная система. Все нормально у вас? Да. Все хорошо? Да. Молодцы. Садимся. Спасибо большое. А теперь, ребят, открываем тетради. Все, ребят, я поняла, какие у вас тетрадки. Хорошо, спасибо. Открыли тетрадки. Все. Ну, ничего, я тебе сейчас дам листочек. Ребят, запишите быстренько тему нашего урока. Путешествие яблока по организму. Число, да, сегодня 9 ноября. И тема нашего урока. Чтобы без ошибок, 58 вверху у нас написано «Путешествие яблока по организму». Путешествие яблока по организму. По каким органам путешествовало наше яблоко? Так, итак, куда отправилось? Сразу. Нет. Ротовая полость. Записываем. С большой буквы, с красной строки. Ротовая полость. Ротовая
Ротовая. Ротовая. Ребят, скажите, пожалуйста, какое проверочное слово? Слово рот, молодцы. Ротовая полость, запятая. Здесь красные строки. Чуть-чуть. Почему у тебя рука висит? Тетрадку подвинь. Все, ротовая полость. Запятую поставили. Так, после ротовой полости куда пошел наш? Какой кишечник? Кишечник. Глотка, в глотку попал. Потом вот когда после глотки куда пошло? Пищевод. Пищевод. Глотка, пищевод. Глотка, запятая, пищевод. Следующее, третье, пищевод. Так, из пищевода куда наше яблочко попало? Желудок, желудок. Потом тонкий кишечник. Сначала, ребята, толстый кишечник. И ставим точку. Эти, ребята, органы нам помогают в питании. Это система пищеварения. Записали. Молодцы. Записали. Так. Быстренько еще раз повторим, что вы записали. Скажи, пожалуйста, мне, что ты записала. Быстренько прочитай. Эльвира, читай. Читай быстренько. Ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, тонкий кишечник, толстый кишечник. Тонкий кишечник и толстый кишечник. Спасибо. Закройте, пожалуйста, учебники. Ой, тетрадки, учебники можете тоже закрыть. Все, спасибо. Да. Я вам хочу сказать, что герои мультфильма вам тоже могут рассказать о том, что происходит с нашими продуктами. Итак, к нам в гости пришли герои мультфильмов. Они тоже хотят вам рассказать про пищеварение. Слушаем внимательно, потом будем вопросы. Твоему телу, как автомобиль для жизни, нужно топливо. Это топливо – пища. Пища в организме разделяется на белки, жиры и углеводы. Когда желудок пуст, он подает об этом сигнал и сообщает тебе, что пора подкрепиться. Во рту еда смачивается слюной, и ее измельчают белки соленые, кислые и горькие. Дальше еда попадает в пищевод, трубку, которая соединяет рот и желудок. Мышцы пищевода смешиваются и перерабатываются в кашицу пищу. Изнутри желудок покрыт толстым слоем слизи, поэтому желудок не может переварить сам себя. В тонком кишечнике переваренные продукты передают питательные вещества в кровь. Стенки тонкого кишечника – костный сосуд, через который питательные вещества, полученные из еды, передаются в кровь и разносятся. Итак, ребят, где начинается процесс пищеварения? Где начинается процесс пищеварения? А можешь ты полным ответом ответить? Процесс пищеварения? Процесс пищеварения начинается в ротовой полости. Молодец. Ребят, вы все согласны? Да. Да. Так. Что там происходит с нашей пищей? Что там происходит с нашей пищей? Кого я сегодня еще вообще не слушала? Скажи, пожалуйста, Ислам. И попадает. И потом? После глотки куда попадает? После глотки попадает пищеварение. Ну, вспомни. Из глотки куда попадает, ребят? Помоги. Сразу в желудок? Пищевод. А вот уже потом попадает в желудок. Где пища наша распадается на мелкие-мелкие кусочки? Где? В желудке. Что помогает желудку наши продукты переварить? Кислота. А как называется эта кислота? Желудочный сок. Желудочный сок. Молодцы, ребят. Скажите мне, пожалуйста, а вот когда наши продукты переварились,
Вот по организму мы энергию получили. А через что? Как вот она попала к нам в организм? Все, вот мы продукты переварили. Что помогло? Кто разносит по организму наш? Нам помогает в этом желудок, кишечник. Нет, что помогает? Это там оно переварилось, а вот энергия, все, мы наелись, мы понимаем, что мы, ох, как наелись. А вот эту энергию, что нам помогает разнести? Что? Ворсинки. Ну, кровь, молодец, кровь, правильно, ребят, правильно. Кровь нам помогает по нашему организму получить энергию нашу, именно кровь. А теперь, ребят, давайте мы с вами оценим, подумаем, как же мы все это выучили, что мы сегодня узнали и что мы вообще уже знаем. И насколько мы это хорошо знаем. У вас, у каждого есть вот такой листочек. Возьмите, пожалуйста, подпишите его и быстренько ответьте на вопросы. Первый вопрос. Вам нужно написать только слово, прочитайте, что это такое, и вам надо написать. Ой-ой-ой, учебники закрыли. Ай, учебники закрыли. Так. Что надо вставить слово? Вот это что такое? Что же такое вязкая жидкость? Вот надо вставить слово. Первое задание – вставить слово. Вот это вязкая жидкость, которая помогает нам в полости рта переработать. Как же она называлась? Не шуми. Нет, сами, каждый сам. Просто написали это слово. Второе можешь, конечно. Во втором задании вам надо по порядку расставить, как у нас. Конечно, уже нужно делать. Все. У меня 2 листка. Отдай мне, пожалуйста, один. Расставить цифры от 1 до 5 по порядку. Как вы считаете, куда сначала продукт попадает? Затем куда попадает? По порядочку. Вот вспомните яблочко, куда оно там, как оно у вас двигалось? Молодец, умница. Если сделал, все, сейчас я скажу, что молодец, Ариночка. Сейчас я скажу, что мы будем делать. Кто сделал, ребят, не кричите, сейчас мы продолжим. Буквально немножечко. И в третьем задании вам надо поставить, если вы считаете, что да, плюс там, где да, если считаете, что нет, плюс там, где нет. Все, умничка. Вот просто вот так сядь. Просто молодец. Да, у тебя сначала пища попала, потом куда? Циферки здесь надо поставить. Пронумеровать, ребят, это значит поставить цифры от 1 до 5. Пронумеровать это от 1 до 5. А почему ты? Так, это правильно. Разве не она отвечает? Ну-ка подумай, Арин, не торопись. Молодцы, молодцы, молодцы. Молодец. Нет, тут тоже можешь плюсик или галочку поставить. Ну-ка, будь внимателен. Так. Все. Нет, потом, сейчас мы будем считать, подожди. Ребят, кто еще не сделал, поднимите руку, пожалуйста. Ребят, быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Вот еще полминутки я вам даю. Ребят, сейчас прозвенит звонок, мы не встаем, у нас есть еще 5 минут. Сейчас заканчивается урок. Все, молодец, сейчас я скажу, что сделать. Поменяйтесь листочками. И, пожалуйста, возьмите простой карандаш. Читаем первый вопрос. Вам надо было вставить пропущенное слово. Вязкая жидкость, которая выделяется слюнными железами в полости рта и смачивает пищу. Это? Ставите плюс простым карандашом. То есть ваш сосед, ваш одноклассник, умница, он знает, как называется. Нет, 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 она сама ставит. Она сама, она твой листочек сама оценивает. Второе задание.
Пронумеруй, в какой последовательности пища проходит по органам пищеварения. Цифра 1 возле какого? Ротовая полость. Ротовая полость 1. Цифра 2. Глотка. Молодцы. Цифра 3. Пищевод. Цифра 4. Желудок. Цифра 5. Кишечник. Если на вашем листочке, который вы проверяете, ты вот этот листочек проверяй, пожалуйста. Ты не проверяешь, ты проверяешь то, что она тебе ставит. Ты свой смотришь. Ставите, ребят, плюсики. У вас есть ответ. Цифра 1 ротовая полость, цифра 2 глотка, цифра 3 пищевод, цифра 4 желудок, цифра 5 кишечник. И последнее, третье задание. Если правильно, поставьте плюс в колонку «да». Если неправильно, поставьте плюс в колонку «нет». Итак, к органам пищеварения относятся почки, легкие, сердце. Нет. Из желудка пища попадает в кишечник. Да, из желудка в кишечник. За переваривание пищи отвечает пищеварительная система. Да. Если разговаривать во время принятия пищи, можно подавиться. У вас сколько плюсов? У вашего соседа? А должно быть сколько? 3 плюса. Сейчас, подожди. Все. Проверили, ребят. Проверили. Если у вашего соседа на вашем листочке, вы же сейчас учителя, вы теперь уже внизу 10. Если вы здесь ставите циферку, прямо на листочке вы сами ставите цифру. Можно, если рядышком есть, можно. Итак, вы считаете циферки. Считай, сколько баллов. За переваривание отвечает «да». Да, конечно, за переваривание же. Ну, тут просто порядок переделанный. 10, значит, ставишь, вот смотри, куда ты ставишь. Вот смотри, итого 10 из 10. Нет, 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 ты вот здесь ставишь. Ты здесь считаешь. Все. Отдаем своему однокласснику листочек. Поднимите, ребят, руки, кто получил 10 баллов. Молодцы. Давайте, ребят, мы поаплодируем нашим ребятам, которые получили 10 баллов. Молодцы. Кто получил 9? Молодцы. 8. Молодцы. Тише, не кричи. Женечка, тихо. 7. Молодцы. 6. Немножечко надо почитать. 5 есть у нас? Тоже чуть-чуть посчитать. 4. Ну какая разница, этот же есть вопрос. Там же есть вопрос этот. Ну, вопросы у всех одинаковые. Вопросы у всех одинаковые, Женечка. Что у нее есть из желудка, что у тебя есть из желудка. У всех одинаковые вопросы. Молодцы, ребят. Значит, я думаю, что тема урока вам понятна была. А теперь, ребят, скажите, пожалуйста, зачем мы с вами получаем энергию? Зачем? Вот вы сказали здоровье, вы сказали движение, а еще что? Чтобы работать или делать дела. У кишечника и мозга есть необычная связь. Дело в том, что любые сильные эмоции сказываются на работе пищеварения. Если человек злится или грустит, то это обязательно отразится на пищеварении. Поэтому всегда мы должны кушать, ребят, с удовольствием и приятным нас.
Потому что если мы получим энергию, мы можем сделать больше добрых дел. Сделаем больше добрых дел, сделаем краше жизнь себе и окружающим. У каждого из вас на столе лежат 3 яблочка, и они опять вернулись к вам, яблочки, но теперь уже вот таких бумажные яблочки. Если вам все понятно по теме урока, вы свое яблочко берете красного цвета. Если у вас остался вопрос какой-то, вам что-то непонятно, вы берете желтого цвета яблочко. А если вам вообще ничего не понятно про систему пищеварения, то, конечно, вы берете зеленого цвета. И я попрошу девочек встать и свое яблочко прицепить на дерево добрых дел. Если вы будете сыты, конечно, будут только добрые дела у нас. Так, давайте я помогу, давай, быстрее, 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 быстрее. Мальчики, теперь ваша очередь. Будем кушать, будем делать только добрые дела, и во время... У меня кино. Ой, и во время... Нет, не надо. И во время еды ни в коем случае не разговариваем. Мангельды, благодарю. Последний кадр. Эти оставляем. Эти оставляете, вы оставите. Ребят, на этом наш урок закончен. Ура! Мне было очень комфортно, ребят, с вами. Вы знаете, у меня такое ощущение, как будто вы мои дети, и я вас учила уже на протяжении 3 лет. Вы такие умнички, я вас благодарю за урок, за эту атмосферу, за ваши знания. И я уверена на 200%, что вчера мы с вами договорились про тайну, нашу тайну. И эта тайна, которая, она обязательно осуществится. И вы в этом мне помогли. Вы сегодня сделали очень доброе дело. Очень доброе дело. Вы узнали про систему пищеварения и помогли мне. Я вам желаю большой-большой удачи. Спасибо вам огромное. До свидания. Можете идти. До свидания. Ребят, выходите. До свидания. Спасибо вам. Гостям скажите до свидания. До свидания. Спасибо вам.